Первая Чеченская война. Что произошло за Первую Чеченскую войну? Погибло очень много народа. Я участник боевых действий, занимался освобождением заложников. Весь 96-й год в войне. Все, Чечня, война, Родина в опасности, сепаратизм. Что за это время произошло? За это время, за время войны, приватизировали весь нефтегазовый комплекс. За 95 и 96 год он ушел. Анализ сейчас уже многолетний, он поговорит о том, что этой войной можно было первой избежать. Но она была нужна, потому что если бы дали Дудаеву встретиться с Ельциным, войны бы можно было избежать договоренности, потому что советский генерал Дудаев и советский полковник Масхадов, я был на переговорах Лебедя с ними, я участвовал в этих переговорах и могу соответственно сказать, что можно было договориться, можно было прекратить, можно было вовремя остановиться, избежать жертв, но в Первую Чеченскую войну мы прекрасно видели. Как только русский медведь загонял ичкерийского войска в горы, и можно было заканчивать войну, этого медведя за цепь оттаскивали назад и искусственно продолжали военные действия для того, чтобы они пролонгировали. Вот так происходило. Это первая война. Вторая война, тоже она так с большими странностями возникла. Эта бойня затеяна для того, чтобы поднять рейтинг господина Путина. Это фактически пиар-компания Путина. Зачем? Чтобы сделать его президентом? Что произошло в результате Второй войны? Приход к власти нынешнего нашего президента на фоне Второй войны. Кого замочили на сегодняшний день? Замочили прежде всего русское население, которое ушло из Ингушетии, Чечни и образовался войнахский этнический анклав. Анклавизация для страны – это губительное явление. У нас две моноэтнические республики, практически. Оттуда ушло население других национальностей. Там 90 с лишним процентов населения коренного, одного этноса. Для многонациональной страны это недопустимые вещи, но на это никто не обращает внимания. Результаты нападения на Беслан какие были? Жертв, дети, кровь. Отменили выборы губернаторов в России. Поэтому на карте Северный Кавказ, наш регион, Ростовская область, Краснодарский край, Чечня, они там занимают очень много, между двумя морями, такая полоска. А на судьбы постсоветской России этот регион повлиял в политическом отношении больше никто. И к чему мы приходим сегодня. Опять приближаются выборы, недовольство реформами растет, и вдруг какая-то директива, и вдруг начинается уточнение границ. Граница между Чечней и Ингушетией, меня пригласили в комиссию по разделению границ в 1992 году. В 1992 году, когда образовалась Республика Ингушетия, еще Аушева не было. Там был исполняющий обязанности Магомед Султынов, генерал, руководитель республики. Первая попытка, 17 депутатов Верховного Совета должны были приехать границу проводить. Доехал только 3 туда, из Москвы. Разумеется, никакой границы не образовалось, потому что граница происходит между еще одной родственным народом, Карабулаки или Арцкоевцы. И после этого я написал статью, что установление границы между Чечней и Ингушетией напоминает работу Ильи Муромца, который на Змей Горыныча решил море вспахать. В результате рабочий сдох, Змей Горыныч утонул. И с этого момента, с 1992 года, между руководителями Ичкерии и Ингушетии временные договоренности всевозможные заключались, и как-то потому что граница происходит между арцкоевцами по обеденному столу, потому что одни пишутся ингуши, а другие пишутся чеченцы, двоюродные братья. Пишутся. Поэтому дедушка Иса, дедушка Магомед там очень хорошо знают, где чья там граница, где граничит и все. И трогать все это было. Это было или непониманием, в чем я сомневаюсь,
Или это было прямым, так сказать, я не знаю, даже как-то таким прямым толчком к возникновению. Зачем? Уточнение границ. 20, значит, Росреестр внутриведомственная директива установил 25 границ уточнить, там поставить геодезические фразы. Это в Российской Федерации, которая стремится к объединению, границы уточнять, по болевым историческим точкам пройтись. Это глупость или не глупость? Я считаю, что это не глупость. Это попытка опять из-под воль Кавказ опять в конфликтную зону завести. А тут же выборы опять в сентябре. А тут же выборы будут в Петербурге. А в Петербурге выборы это серьезно, это ж не Приморский край. Взять, отменить нового туда губернатора, через колено посадить товарища Кожемяку. Вот. А вот в Петербурге такого не произойдет, потому что петербуржцы это немножко другие, это ж колыбель революции, нам нельзя об этом забывать. Вот. И поэтому сейчас власть в памяти, потому что Беглов, там кандидатура от власти, бывший полпред в Центральном округе, вот, а сейчас исполняющий обязанности, мы же смотрим по всем каналам, проводим анализ. Вот, сотрудник администрации Ярин, такой есть начальник департамента, вообще оттуда не выезжает, из Петербурга. Сейчас читаем, там прессуют петербургскую полицию, приезжают проверяющие из Москвы и доводят их там до сумасшествия. То есть власть там уже так на границе с паникой. Вот, по выборам в Петербурге, потому что непроходная фигура Беглов. Кремль сегодня делает все возможное, чтобы провести в Думу как можно больше заединщиков, ибо в противном случае кремлевская комарилья обречена на изоляцию как со стороны Совета Федерации, так и со стороны Государственной Думы, новой Думы. Как можно это все остановить? Это остановить нужно рауш-наркозом, то есть традиционные какие-то запустить механизмы. Маленькую победоносную войну за пределами Российской Федерации организовать невозможно, потому что Запад настолько обложил нас в этом отношении. Значит, сразу деньги отберут и детей еще там обидят за границей, все, которые там наша элита учатся. Туда нельзя. На Украину в связи с последними выборами туда тоже нельзя, потому что не получится. Где отвлечь внутри страны? Опять Кавказ. Опять, а там много не надо. Кремлевские мечмекеры стараются придать Владимиру Путину образ решительного государственника. Его резкие заявления, типа «будем мочить чеченцев в сортирах», проглатываются населением с удовольствием. Рейтинг премьер-министра стремительно вырос. Вот сейчас завели. Сейчас туда войска завели. Опять конфликт где-то. А дальше что мы будем читать? В третий раз это уже. Будем читать, что где-то взрывы, где-то в метро, там, в Петербурге, опять радикалы, опять Родина в опасности. Вы что, ребята? Вот, и всех, кто рот раскрывает, давайте, извините, центр подъехал, говорит, экстремизм, чуть ли не угроза России. Мы это уже проходили. Мы ее ощущаем, эту всю систему, тревожные эти факторы. У нас спинной мозг срабатывает раньше головного. Понимаем, чем это закончится. И вот когда начался конфликт, мы, казачья линия, собрались, я как атаман, и мы приняли обращение к губернатору Ставропольского края и Думе с предложением начать вопрос о возвращении Шелковского и Наурского района в состав Ставропольского края. Поднялся шум, поднялось обсуждение, вплоть там из Израиля комментарии пошли, каких только не было объяснений. Это был встречный пал. Мы говорили Кадырову и всем остальным, начнете передел, там он придет передел и сюда. Остановитесь. Нельзя бросаться в стеклянном доме камнями. И на сегодняшний день мы делаем все попытки это остановить этот процесс. И вот я
заявлением этим, которым мы подготовили на группе, вот, и обратили внимание форума, и большое спасибо, что участники форума, так сказать, приняли, поняли и поддержали. И резолюция была принята и проголосована. Я надеюсь, что ее услышат. И в Москве, и по всей России услышат. И то, что мы впервые казак с чеченцем вместе выступаем против войны, ну, наверное, это на сегодняшний день, ну, не ноу-хау, ни в коем случае, и не какой-то политический вето, это просто уже крик души. Уже все, мы понимаем, эта кровь уже всем надоела, когда стравливают специально. И без того конфликтов хватает. Там и без того есть много противоречий и прочее остальное, которое... Но когда это явно идет к тому, чтобы опять возбудить Кавказ, опять столкнуть народы, с этим мириться просто нельзя.